На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши главные темы сегодня. Военный следователь сбил инспектора ГИБДД. Как это было и что грозит следователю? В репортаже Лейсан Сабировой. Спросить забыли. Никто вообще понятия не имеет, когда он проводился, кто его проводил. В Пестрецах собирают деньги по самообложению, но никто не спрашивает, на что их тратить. Почему, выяснял Рамиль Шайдулин. Бешеное животное напало на жителя Высокогорского района. Вот на этом месте кошка меня напала. Как жители деревни Умба живут в режиме карантина, увидел Сергей Хайдаров. Париж через Мамадыш. На чем доберутся супруги Насибуллиной до французской столицы, расскажет Светлана Звонарева. Кузница кадров для национального образования. Сегодня в Арске открылась новая школа. Она станет частью вертикально интегрированной системы образования для всего Заказания. Структура призвана, начиная еще с садика, готовить педагогов, преподающих на татарском языке. Как будет она работать на родине Габдуллы Тукая, узнал Дмитрий Аринин. Еще пару лет назад Фаниль Хидиятуллин постигал премудрости преподавания, а сейчас уже сам учит, как кидать людей. Он учитель физкультуры и тренер по борьбе на поясах. Юноша закончил Арский педколледж и пришел работать в новую школу. Здесь вы сами все видите. Здесь все есть, все инвентарь, все мячи. Новая школа станет центральным звеном между местным детсадом и педагогическим колледжем. Вместе они образуют Центр национального образования «Заказание». То есть дети садика, мы будем проводить у них, обучать дошкольная подготовка, шестилетки. Дальше они поступают в нашу школу. Студенты педколледжа будут проходить практику на базе нашего образовательного учреждения. Наше образовательное учреждение, в свою очередь, своих выпускников, желающие наши выпускники будут поступать в Арский педагогический колледж. С открытием такого учреждения сегодня арчан поздравил Рустам Миниханов. Так как большинство жителей района татары, президент обратился на татарском языке. Новая школа рассчитана на 500 учеников. Здесь современные кабинеты, в том числе и робототехники. Сюда перевели детей из других школ. Новое учебное заведение позволило разгрузить их и уйти от второй смены. Дмитрий Аринин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Арский район. Для успешной жизни нужны не только хорошее образование и работа, но и жилье. Сегодня же в Арске Рустам Миниханов поздравил новоселов. В соципотечный дом переехали 24 семьи. Как радовались обладатели квартиры, когда в районе свое жилье получат другие очередники. Об этом далее. Теперь семья Ибрагимовых может принять президента у себя дома. До этого супруги жили у родителей, хотя у самих уже 2 детей. Сейчас будем обживаться. Планируете расширять семью? Ой, об этом нет. У нас 2 мальчика, но в любом случае будем планировать и 3-ю. Азамат, Илья Мурамисквеко. А это уже семья Шакирзяновых. Они тоже с 2 детьми переехали сюда от родителей. Теперь у них своя двухкомнатная квартира с чистовой отделкой. Здесь у нас площадь большая. Ну, новый дом уж. Новая квартира будет. Всего в этот соципотечный дом заселились 24 семьи. Как обещает руководство района, в ближайшее время таких новоселов будет больше. Сейчас в очереди более 100 семей. Последние 2 года мы реализовали программу по аварийному жилью, поэтому вот соципотеку мы чуть-чуть подзабыли. Я в связи с чем извиняюсь перед жителями нашего района. Но, тем не менее, вот мы сейчас за эту работу взялись. Есть понимание у нас с руководством ГЗФ. В районе уже начали строить 5 новых домов. 1 обещают сдать уже в этом году. Новые дома для Арского района будут как-никак кстати. Последние 7 лет население района становится все больше. Сейчас арчан свыше 52 тысяч. И надо думать, эта тенденция продолжится и в будущем. Дмитрий Аринин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Арский район.
18 семей впервые переступили порог своих новых просторных квартир. В поселке Дачный Высокогорского района новое жилье получили жители ветхих домов и сироты. Ветхое жилье до недавнего времени было актуальной проблемой таких поселков, как Дачное. Поселки, которые многие годы приходили в упадок, сейчас обретают вторую жизнь. Здесь не только строится жилье, но и заново создается инфраструктура. Печку топили, газа не было, газ-баллон был. Холодно, все продувало уже, все. Где крысы бегают уже, все, потолки сыпятся. Сейчас вообще близко будет и школа, и садик, все здесь есть у нас, магазины рядом, а там не было. Не спрашивают, на что собирают. Жители Пестрецов возмущены результатами программы самообложения. По их словам, референдум прошел без их участия. Куда пойдут сдаваемые деньги, никого не спросили. Чего же пестречинцы хотели де-юра, а что получили де-факто, сопоставил Рамиль Шайдуллин. Здравствуйте. Здесь кончается щебенка и начинаются вопросы, почему на улице Наратлык нет дороги, десятилетиями ни сантиметра асфальта. Таскали все эти кирпичи, потом уже тут немножко щебенку ложили своими силами, все своими силами. Мария Вазиева в этом доме 17-й год. В беде не одинока. Возмущаются и соседи. Почему-то только их дома год за годом обходят асфальт. Платить за дорогу вместо грязи пестречинцы готовы из своего кармана, надеясь на программу самообложения, когда люди сами решают, на что пойдут деньги, но замечают, что на деле их никто не спрашивает. Не знала я. А потом извещение, сколько рублей, я получила. Местные возмущаются, что решают за них. Никто из присутствующих не знал о народном сходе, не были они и на референдуме, хотя по 1000 рублей скидывались. По Пестречинскому сельскому поселению в 2016 году явка на референдуме составила около 58%. Было принято решение потратить эти деньги на благоустройство территории кладбищ, а также благоустройство контейнерных площадок. В прошлом году на кладбище, в позапрошлом на уличное освещение. За все это голосовали пестречинцы, говорят в районном исполкоме. Но кто эти люди? Местные теряются в догадках. Дело в том, что мы никто в этом не участвовали. По той причине, что, значит, это печаталось только в газете районной, которую у нас как практически никто не выписывает. История может повториться. 19 ноября в районе вновь референдум. Принимается программа уже на следующий год, и дорог в ней нет. Теперь на общие деньги решено обустроить детские площадки, сады и скверы. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Пестречинский район. Жители Пестрецов со своей проблемой обратились в нашу редакцию. Если у вас есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 570 50 17. Просим снести дома. Такие письма получили дачники садового общества Васильева-1 от «Газпрома». Дома стоят более 30 лет. Вопросов к собственникам не было ни у компаний, ни у Росреестра, ни у Зеленодольского исполкома. Последние сейчас пытаются отстраниться от проблемы и оставить жителей один на один с «Газпромом». Альбина Минибаева о деталях истории. Я стою около газораспределителя. Рядом находятся наши участки. Раньше было 100 метров. Однако теперь разрешенное расстояние изменилось. 150 метров и не меньше. Все, что ближе к газовому распределителю, должно быть снесено. Такое решение «Газпрома» застало дачников врасплох. К нам приезжали из «Газпрома». Мы разговор вели на эту тему. Но конкретного они нам ничего не сказали. А 2 ноября, на 2 ноября нас пригласили с уведомлением, уже якобы наши дачи подходят под снос. Все эти дома, как по правую, так и по левую сторону, уже получили уведомление от «Газпрома». В зоне риска 33 дачных участка. И, по мнению компании, все дома должны быть снесены. Для многих людей, для них это даже очень по здоровью, наверное, да, потому что там очень много престарелых людей. Участки Васильева-1 начали раздавать еще в 70-е, и тогда газовой станции и в помине не было. У Алексея Кокарева земля в собственности с 2015 года. Если это не проходило по технике пожарной безопасности, тогда на каких основаниях мы это все построили, на каких основаниях выдавались регистрационные документы нашей ревпалатой, на каких основаниях проходящая железная дорога там сейчас проходит. Вопросы без ответа остаются и у владельцев дач в 70 лет октября. Они тоже относятся к Зеленодольскому району и получили письма разочарования от «Газпрома». Юристы нам поясняют, об ограничениях должны были знать в Росреестре Зеленодольска. У Росреестра должна была быть информация от «Газпрома» об имеющихся ограничениях. Кто ее туда не дал,
сам «Газпром» или Росреестр не учел. Сейчас нужно разбираться на самом деле в суде. При этом Росреестр пытается не комментировать и откреститься от инцидента. Я предоставляю смену участки жилисполком. Но эти вопросы оказались неудобными и руководству палаты земельных отношений исполкома. Это не наши полномочия вообще. А как это не ваши полномочия? Это Росреестр вопрос. Дальше свою позицию руководство Зеленодольска просто не захотело объяснять. Уважаемый, до свидания. Я вам сказал, куда вам идти. Нет, почему вы не говорите о том вообще, то есть... До свидания. Дома в поселке Салмачи тоже были на грани сноса из-за газопровода. Тогда вмешался Рустам Минниханов. Президент поручил разобраться в картографических документах, чтобы в дальнейшем ситуация не повторялась. Наличие качественного информационного ресурса – это залог того, что мы вот таких казусов и таких ляп делать не будем. Как так получилось, жители будут выяснять в суде, и тогда станет известно, какова доля ответственности Росреестра, исполкома Зеленодольска и «Газпрома», и чья труба раздора лежит между ними. Альбин Минибаев, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Зона карантина. В деревне Уньба Высокогорского района на жителя напала кошка. То, что она была заражена бешенством, позже подтвердила экспертиза. Теперь в течение 2 месяцев село будет жить в особом режиме. Как одна кошка изменила весь уклад жизни, увидел Сергей Хайдаров. На этом месте кошка меня напала. Такого поведения от незваного гостя Габдрахман Валиуллин не ожидал. 67-летний мужчина от произошедшего до сих пор в шоке. Рассказывает, как кошка сначала пыталась вбежать в его дом, потом бросалась на него. Сейчас Габдрахман Абы ходит на уколы от бешенства. Орет, как мясной как-то орет. Вот так орет. Эта история вмиг облетела все село. Местные ветеринары начали вакцинировать домашних животных. Они уверены, кошка была дикой. Специалисты не исключают, она уже успела заразить бешенством скот-сельчан. Сейчас в районе указом президента объявлен 2-месячный карантин. Во время карантина из деревни нельзя вывозить молоко, мясо, скотина, перемещение скота нельзя. Новость обеспокоила местных жителей. Продажа мяса и молока для многих из них единственный источник дохода. Зульфат Губайдуллин уже много лет реализует свою продукцию в соседние районы. Как жить в условиях карантина, просто не представляет. В каждом доме там по 2, по 3 коровы там держат все. Не знаю, что как будет дальше. Объявленный карантин в деревне Уньба, к сожалению, для нашей республики случай не единичный. Только в этом году такие же карантины были объявлены еще в 13 деревнях. Последний похожий случай произошел в начале ноября в соседнем Атнинском районе. Об этом случае наслышаны и местные жители. Перспектива лишиться домашнего скота их не радует. Его здесь почти 100 голов. Предотвратить масштабный убой пытается местный ветеринар. Прививки вот сделал кошкам. И коровам, и телятам. Приезжают, смотрят, прям по домам ходят они. Ветеринары предупреждают, впереди зима, а это значит, что из леса в населенные пункты потянутся дикие животные. Сергей Хайдаров, Андерс Интальцев, ТНВ, Высокогорский район. В Казани водитель на внедорожнике протащил по улице инспектор ГИБДД. Видео с камер наблюдения попало в сеть. По информации наших источников, за рулем находился военный следователь. Он был лишен водительских прав. С подробностями Лейсан Сабирова. Это видео с регистратора машины ГИБДД. Инспектор что-то обсуждает с водителем. Видно на повышенных тонах. Тут внедорожник резко трогается с места, сбивает с ног инспектора и протаскивает его несколько метров. Этот участок дороги достаточно оживленный, по 4 полосы в каждом направлении. И можно назвать чудом, что инспектор не пострадал. Этот момент отчетливо виден на видео. Инспектор едва не угодил подвигавшийся по соседней полосе троллейбус. В этот момент к нему на помощь подбежали коллеги и вытащили из салона владельца внедорожника. Инцидент произошел накануне с утра на перекрестке улиц Пушкина и Профсоюзная. Управлял внедорожником якобы уроженец Саратова, 25-летний Игорь Пилипенко, сотрудник военного следственного отдела. У нас такой товарищ не работает. Этим занимается ГИБДД, вот у них и уточнять. В ГИБДД целый день хранили молчание. Во второй половине дня казанское издание опубликовало интервью с начальником ГИБДД Татарстана. Водителя внедорожника остановили за нарушение правил проезда перекрестков, отметил он. Позже МВД предоставило видеорассказ инспектора. Несли службу Карла Маркса Пушкина, на пересечении улиц Карла Маркса Пушкина. Заметили транспортное средство. Совершил поворот налево при выключенной дополнительной секции светофора. На требование остановиться водитель не отреагировал. На пересечении улиц Пушкина Профсоюзная водитель остановился, так как перед ним
ставил транспортное средство. Я потребовал документы согласно пункту правил 2.1.1 правил дорожного движения, на что он отказался передать мне водительское удостоверение. На правонарушителя составили 2 протокола за неподчинение законному требованию сотрудника ГИБДД и за игнорирование сигналов светофора. В Главном военном следственном управлении России начали проверку информации. Что побудило молодого следователя нарушить закон, неизвестно. По некоторой информации у него не было прав. В последнее время такие факты участились. До таких водителей применяется физическая сила и до огнестрельного оружия. Это не первый подобный случай. 2 года назад в Челнах инспектора протащил водитель БМВ. В прошлом году в Казани после попытки остановить Ауди сотрудник ГИБДД попал в больницу. Александр Сабирова, Ринат Сафин, ТНВ Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Дом без боли и одиночества. Медперсонал очень хороший, врачи отзывчивые, добрые. Как можно помочь пациентам Казанского хосписа, знает Анна Городнова. Париж через Мамадыш. На чем доберутся супруги Насибуллины до французской столицы, расскажет Светлана Звонарева. Развитие человеческого капитала обсуждают сегодня в Челябинске. Там открылся российско-казахстанский форум. В Челябинск сегодня прибыл президент Татарстана. Там подписали соглашение между республикой и Казахстаном. Сотрудничать стороны планируют в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В прошлом году торговый оборот составил более 400 миллионов долларов. Бесконечные очереди, атмосфера вокзала в зоне ожидания. Казанские многофункциональные центры переполнены. В день принимает до 800 человек. Сегодня на Кулахметова открылся новый центр. В одном окне можно и права поменять, и загранпаспорт заказать. Где еще откроют такие же МФЦ, узнал Салават Мухаммадуллин. Очереди процветают, сотрудники перерабатывают многофункциональный центр на Гагарина. В день 25 окон здесь принимает до 800 человек. А это, между прочим, больше 1 посетителя в минуту. Из-за такой атмосферы вокзала Алена Варламова раньше и вовсе ездила в МФЦ на другой конец столицы. С этого дня центр открыт прямо возле ее дома. Женщина пришла подать документы на оформление земельного участка и стала первым посетителем. Раньше надо было ехать на Авангардную, чтобы зарегистрировать, например, свои права. Теперь мы можем здесь получить не только регистрацию своих прав, совершить куплю-продажу какую-то, получить справки, те же налоговая инспекция. Оценил в деле работы МФЦ сегодня и Рустам Миниханов. Здравствуйте. Проверьте, как там у меня. Налоговая. Много у меня долгов. Долгов у президента не оказалось, зато после приема у консультанта появилось поручение рассмотреть возможность открытия МФЦ в Салават-Купере. Микрорайон активно заселяется. 170 у нас окон, 23 сегодня здесь, как я понял. Но наша задача довести до 230. В центре больше сотни услуг. Самые популярные – кадастровый учет и регистрация права. В день здесь планируют принимать до 400 человек. Раньше надо было в паспортном столе стоять в большую очередь. А тут как бы взял талончик, пошел, сразу вызвали. Это очень удобное место расположения. Порядка часа точно я сэкономила. По счету это уже 51-й многофункциональный центр в республике и 5-й в Казани. Система «Единое окно» будет расширяться. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Фарид Мухаммедшин в Москве встретился с координатором группы стратегического видения России «Исламский мир» Вениамином Поповым. На встрече председатель Госсовета рассказал о недавно состоявшейся в Казани международной научно-практической конференции о внешних связях регионов России, опыт Татарстана, и отметил, что право регионов на ведение международных связей значительно обогащает внешнюю политику России. Рассчитан на 35 мест, а нуждаются в помощи около 700 пациентов. Именно столько сейчас в очереди Казанского хосписа. Единственный в Татарстане, он ждет расширения. На его строительство собрана лишь 10-я часть средств. Звезды татарской эстрады объединились, чтобы организовать благотворительный концерт. Когда он пройдет и как можно помочь взрослым и детям, расскажет Анна Городнова. ДЦП тяжелой формы, эпилепсия. Анжелике 8 лет. 5 из них она проходит реабилитацию в Казанском хосписе. Семья из Верхнеуслонского района. На время лечения приходится снимать квартиру в Казани. Мне очень здесь нравится, и дочке. Она прям с удовольствием сюда уходит. А так мы же в основном дома. В парке особо
не погуляешь. Персонал здесь не ходит в белых халатах. Обстановка домашняя. Палата как спальня. Удобные кровати для родителей и многофункциональные для детей. Есть свой душ, туалет и даже выход на балкон для лежачих больных. Сейчас в хосписе живут 17 детей и 21 взрослый. Еще 110 человек обслуживаются на дому. Не столько своим детям, нужна мамам реабилитация. Мама должна общаться, мама должна реабилитироваться. Если мама будет здорова, то и ребенок у нее выживет. В гости к пациентам сегодня пришли звезды татарской эстрады. 28 ноября в Ониксе они организуют благотворительный фестиваль в помощь хоспису и для восстановления дома автора популярных песен Ирика Габдрахманова. У него с рождения лишний вес. Мы должны концерт давать, позитивный концерт, что мы живем, мы должны жить, мы вместе. Любой человек, если у него есть возможность, мы должны помогать нуждающимся. На строительство второго хосписа собрано 20 миллионов рублей. Нужно в 10 раз больше. Может быть, не станут взрослыми, но у них есть потенциал жизненный, который прожит 5 лет, можно прожить 10, 15 лет. И чтобы их приучить к жизни, вот нужны не реабилитация, а абилитация. Владимир Вавилов и артисты очень рассчитывают на помощь татарстанцев. Билеты на концерт можно купить в кассах города. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. По велению сердца на радость людям. Так говорит о своем увлечении житель деревни Чулпаново Нурлатского района Анвар Насибулин. Мастер создает удивительные предметы и радует ими своих односельчан. К 40-летию совместной жизни он преподнес супруге царский подарок – карету. Об этом подробнее мы расскажем в следующем выпуске новостей. Ушиб головного мозга и скальпированные раны головы и лица. Все подробности наезда на человека на Аграрной в Казани через несколько минут в программе «Вызов 112». Но сейчас о спорте и о погоде на завтра. До встречи в 21:30. Renault Duster и Captur – то, что нужно для зимы. Выбери свою выгоду. 0% по кредиту. 75 тысяч поддержка по программе обновления. И суперцена от 559 тысяч рублей. Казань, Мамадышский тракт, 30. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Только в ноябре назначай свою цену на новый Nissan. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Только в ноябре. Приходи в аквапарк Ривьера и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. Постройте свой дом с арским кирпичом. Только в ноябре цены снижены. Кирпич от 8 рублей. Бесплатное хранение. Арский кирпичный завод. Готовь кирпич осенью. Телефон Варский 333 79. В магазинах «Идеал» новая коллекция обуви из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Корм гурме в ассортименте 85 граммов по 19 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает! Празднуем Big Birthday Party Корстон. Хедлайнер вечера – эпатажный коллектив Quest Pistols Show. 11 ноября. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Большая вечеринка по случаю дня рождения. Не время спать! Время скидок в Эссен! Только с 8 утра 14 до полуночи 15 ноября. Супер скидки до 50% на все. Подробности акции узнавайте в гипермаркете Эссен. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В ноябре со скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. В Будапешт с максимальным багажом пропущенных мячей. Дебютная игра четвертьфинала Кубка Европы по водному полу выдалась результативной. Однако гости из Венгрии перебросали команду Синтез ровно в 2 раза. С первых минут поединка стало ясно, что гости намерены повторить прошлогодний успех. Именно клуб Ференцварош является действующим обладателем Кубка Лен. К тому же венгры заметно усилились. Отрыв в счете возрастал с каждым периодом. Гости поймали кураж и атаковали с различных позиций. У нас в составе свои лидеры. Участнику Олимпийских игр в составе сборной Франции Мехди Марзуки также приходилось нелегко. Хет-трик в исполнении легионера не сильно повлиял на результат. Итоговый счет 8-16 в пользу команды Будапешта. Ответная игра в Венгрии состоится 9 декабря. Там команде Андрея Белофастова надо отыгрывать 9 мячей. Чудеса в спорте все же случаются.
Мы не смогли начать игру агрессивно, хотя играем дома. С первых минут отдали преимущество соперникам. И догнать потом было сложно. Да, все ребята бились до конца, но отыгрывать у такой команды непросто. Тем временем в Казани стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию. 4-й этап Кубка России памяти заслуженного тренера Геннадия Тарасова проходит во Дворце спорта с 7 по 11 ноября. В соревнованиях принимает участие порядка 200 спортсменов из 17 регионов страны. В качестве тренера одной из пар участниц в Казань приехал олимпийский чемпион Евгений Плющенко. В этом году турнир также приурочен к 50-летию школы фигурного катания в Татарстане. Церемонию открытия предваряли показательное выступление наших фигуристов, а также просмотр видеофильма, посвященного Геннадию Тарасову. В числе воспитанников Геннадия Сергеевича Евгения Тарасова, обладательница серебра универсиады, неоднократная победительница и призер чемпионатов мира и Европы. Здесь славная традиция продолжается. И уверен, в будущем здесь появятся новые звезды, которые будут защищать, представлять нашу республику, страну на чемпионатах Олимпийских игр. Уникс одержал 3-ю победу в Кубке Европы. Очередным соперником команды был итальянский Торино. Главной новостью стало возвращение в состав казанцев сербского форварда Данила Анжушича. Он заменил травмированного Каймакоглу. Греческий форвард получил повреждение колена в недавнем матче в Минске. Но очков новичок так и набрать не смог. Зато забивали другие. Итоговый счет поединка 101-93. После 5 туров группового турнира Кубка Европы в активе Уникса 3 победы и 2 поражения. В следующем матче 15 ноября дома казанцы сыграют с испанской Андоррой. А 11-го в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ Уникс примет дома саратовский Автодор. Это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды, и в начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево днем малооблачно, около нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, местами возможен снег. Столбики термометров покажут 0 градусов. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске малооблачно, местами возможен снег. И также около нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 0 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном также без осадков. Выглянет солнце. Температура воздуха +1. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет малооблачно и около 1 градуса выше нуля. В последующие дни вновь ожидаются осадки. Температурный фон не изменится. Автоцентр «Луидор Казань», официальный дилер автомобилей марки ГАЗ на территории Республики Татарстан, предоставляет услуги по продаже и доработке автомобилей на базе собственного предприятия. Услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр «Луидор Казань», Казань, Сибирский тракт, 59. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр «ГАЗ Луидор Казань». Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Номера. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Моцеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известна далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. О погоде в столице Татарстана. Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 1 градуса выше нуля. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное
атмосферное давление в норме и сегодня составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна полезная информация. Спонсор прогноза погоды ООО «Акбарс Недвижимость». Компания объявляет месяц покупателя. Только 190 хороших квартир по хорошей цене. Так, квартиры в жилом комплексе «Светлая долина» с выгодой 185 тысяч рублей. Телефон 295 77 77. Только 190 квартир с хорошей скидкой. Квартира в Светлой долине с выгодой 185 тысяч рублей. Звоните 295 77 77.